На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На празднование юбилейной даты прибыли многочисленные гости. Свое 90-летие отмечает Абхазский государственный университет. Подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством культуры Абхазии с Российским книжным союзом. Президент Аслан Джания принял главу организации Сергея Степашина. «Путь Путина». Книгу о самом популярном российском политике 21 века презентовали в Сухуми. Свое 90-летие отмечает Абхазский государственный университет. На празднование юбилейной даты в Сухум прибыли многочисленные гости, представители ведущих вузов Российской Федерации и Южной Осетии. Началось празднование с возложения у мемориала павшим бойцам, выпускникам и сотрудникам АГУ. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Началось празднование юбилея Абхазского государственного университета с возложения к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Ректор АГУ Олег Угварамия с многочисленными гостями и студентами почтили память солдат. Делегация гостей получилась многочисленная. Все представители зарубежных вузов – большие друзья АГУ и лично Олегу Алексеевича. С большим уважением и отзывчивостью они встретили приглашение отметить 90-летие главного вуза Абхазии. Наши университеты одногодки. 2 дня тому назад 90-летний юбилей праздновал Юго-Осетинский государственный университет, а сегодня мы празднуем с вами вместе. Это, я считаю, наш общий праздник, потому что абхазы – это наши братья, и у нас общая судьба. И я думаю, что сегодня мы получим неизгладимые впечатления и будем вместе радоваться вашему празднику. Со многими вузами России АГУ связывают тесные рабочие контакты, многолетняя дружба и сотрудничество. Ребята, закончившие Абхазский университет, поступают к нам в магистратуру. И мне бы хотелось, чтобы они возвращались сюда с целевыми договорами. Поэтому мы обязательно эту тему пытаемся прорабатывать. Но я, наверное, хочу говорить не как Южный федеральный университет, хотя для меня это очень важно и актуально. Я хочу все-таки говорить от сообщества вузов Юга России, что вот этот академический обмен, вертикальная и горизонтальная мобильность, которую мы даем студентам и которую хотим и даем активно преподавателям, она позволяет увидеть те достижения, которые сложились в некоторых университетах, и привнести их в свои университеты. Вот такой обмен мы ведем. У нас есть совместные кафедры, совместные исследования. Вот сегодня я читала лекцию для студентов здесь и с удовольствием для себя, в общем, подтвердилась в том, что много наших университетов взаимодействуют с Абхазским университетом. И я надеюсь, что вот эту практику надо развивать. В планах у АГУ и главного вуза Юга России развивать отношения по всем возможным направлениям. Мы очень хотим, чтобы в качестве ассоциированного члена Абхазский университет принимал участие в заседаниях Совета ректоров вузов Юга России, потому что у нас очень много общих задач, мы решаем общие проблемы. Мы заинтересованы в том, чтобы и научная повестка, и приборная база, и лабораторные исследования велись совместно. Мы заинтересованы в том, чтобы преподаватели могли участвовать в реализации проектов приоритета 2030, который сегодня Россия активно реализует со своими ведущими университетами. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты, которые обучаются в Абхазском университете, вместе с другими университетами Юга России получали возможность создавать свои научные и технологические стартапы и предлагать их своей стране, своему государству. Мне кажется, это тоже актуально. Большой друг Абхазии, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на празднование юбилея АГУ отправил своего заместителя. Хорошо зная Абхазию, он посоветовал своему коллеге здесь отдохнуть. Когда меня Виктор Антонович посылал, то он меня вызвал в кабинет и говорит: надо ехать. Я спрашиваю, куда? Он говорит: к друзьям. Я думаю, что первая основная цель поездки – это поддержание нашей дружбы. Но пользуясь тем, что мы находимся все-таки в теплых краях, то могу сразу сказать, выезжал я из Москвы, были заморозки. И сейчас я просто наслаждаюсь природой, погодой, солнцем замечательным, которое дает силы, которое помогает человеку творить. И поэтому я думаю, что кроме, так сказать, такой вот миссии поздравления,
университета. Основная моя миссия – это все-таки поддержание нормальных дружеских отношений. Празднование юбилея продолжилось посещением выставки краски осени Абхазии в холле АГУ. А затем гости вместе с ректором университета Олеку Гварами высадили дуб во дворе вуза. Марианна Котова, Инала Бухава, Абаза ТВ. Торжественное заседание, посвященное 90-летию главного вуза страны, состоялось в актовом зале Абхазского государственного университета в присутствии высшего руководства государства, почетных гостей из России и других стран, представителей дружественных вузов. Надежда Боровикова продолжит тему. Высшее руководство государства, почетные гости из России и других стран, представители дружественных вузов, студенты и педагоги отметили 90-летие Абхазского государственного университета. Гостям мероприятия представили документальный фильм об истории становления вуза, перехода от института к университету, роли студенческого движения в национально-освободительном и в Отечественной войне народа Абхазии. В борьбе за свободу и независимость Абхазии погибли 94 сотрудника и студента. Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги мои по Абхазскому университету. К сожалению, война затянулась. Близится к концу учебный год, который для нас так и не начинался. Естественно, что судьба университета неразрывно связана с судьбой народа, вынужденного вести освободительную войну. К великому нашему горю среди нас уже нет много студентов, преподавателей, сотрудников. Академик, доктор физико-математических наук Олеку Гварами возглавляет Абхазский государственный университет с 1988 года. Он поблагодарил гостей за то, что они смогли приехать в непростое время и подчеркнул, что судьбу национального вуза невозможно рассматривать в отрыве от судьбы народа Абхазии. И в советское время, и после было очень много трудностей, трагедий, различных потрясений, но наш народ, наш вуз выходили из них с честью. Дорогие коллеги, в современном мире позиция государства определяется не только обширностью территории, численностью населения, военной мощью, но и в не меньшей степени его интеллектуальным развитием, то есть уровнем науки и образования. Задача сохранения языка, культуры, многовековых национальных традиций – это миссия университета как национального вуза. С другой стороны, это центр кристаллизации мировой научной мысли, передовых технологий и их передачи молодому поколению. Президент Аслан Бжания поздравил студентов и педагогов вуза, а также выразил уверенность, что Абхазский государственный университет будет всегда держать высокую планку и идти в ногу со временем, продолжая лучшие традиции и передавая опыт, накопленный за эти годы. Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие преподаватели, студенты, аспиранты, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, 90-летием университета. Роль образования в современном мире крайне высока. У Абхазского государственного университета особая миссия. Это образовательный научный центр нашей страны, центр по подготовке интеллектуального ресурса. АГУ является кузницей кадров для всей республики. У нас прекрасная молодежь. Многие из сегодняшних студентов завтра будут работать на государственной службе. Убежден, целеустремленные и талантливые, вы выйдете из университета высококвалифицированными специалистами. Чем больше сил вы приложите к получению новых знаний, тем интереснее и насыщеннее будет ваша дальнейшая профессиональная жизнь. Глава администрации президента Джансух Нанба зачитал указы главы государства. Звание заслуженного юриста Абхазии присвоено Людмиле Ходжашвили, а заслуженного деятеля науки Алику Габелия. 28 преподавателей вуза удостоены звания «Заслуженный работник высшей школы Абхазии». Еще 3 награждены орденом Ахцапша 3-й степени. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов
наградить орденом Ахт-Апшат третьей степени Бигуа Валерия Левардовича, доктора исторических наук, профессора Абхазского государственного университета, президент Аслан Бжани. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Ахт-Апшат третьей степени Сакания Сурама Михайловича, доцента Абхазского государственного университета, искусствоведа, президент Аслан Бжани. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Ахт-Апшат третьей степени Тарба Ивана Дорофеевича, доктора философских наук, профессора Абхазского государственного университета, президент Аслан Бжани. Свои видеопоздравления прислали многочисленные друзья Абхазского государственного университета, общественные и государственные деятели, ученые, писатели, руководители высших учебных заведений России. Среди них один из самых давних и преданных друзей АГУ, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий. Прежде всего хочу обратиться к вам, студентам, аспирантам, преподавателям университета. От всей души поздравляю вас с юбилеем, 90-летием Абхазского государственного университета. История вуза начинается с Сухумского государственного педагогического института, открытого в 1932 году. Тогда основной задачей была подготовка учителей для школ. В 1979 году институт был преобразован в Абхазский государственный университет. И сейчас ваш университет динамично развивается, примножает свои самобытные традиции в обучении, науке. И в связи с этим я хотел сказать особые, искренние слова благодарности за творческий инновационный подход в научной, педагогической деятельности, открытость и стремление к сотрудничеству университета Олегу Алексеевичу, ректору, почетному профессору Московского университета с 2013 года. Специалист в области современной алгебры уже более 30 лет возглавляет Абхазский университет. И желаю, конечно, ему дальнейших успехов. Когда видеопоздравления подошли к концу, на сцену с подарками стали подниматься желающие поздравить лично. Президент Южного федерального университета Марина Боровская, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба, заместитель ректора Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Андрюшин, ректор Юго-Осетинского университета Вадим Тедеев, представители Кабардино-Балкарского аграрного университета и Адыгейского государственного университета, министр внутренних дел Вальтер Будба, а также депутат Российской Государственной Думы Константин Затулин. Есть известная формулировка, выражение, когда пушки говорят, музы молчат. Истина это много раз была опровергнута. И история Абхазского государственного университета, особенно в годы Отечественной войны абхазского народа, свидетельствует о том, что муза Абхазского государственного университета – это муза науки и образования. В это время не молчала, как бы сложно не было преподавателям и студентам, как бы не приходилось многим из них, вместо того, чтобы учить формулы или читать учебники, в это время с оружием в руках защищать свою родину. Мы сегодня в России в очередной раз в своей истории переживаем трудные испытательные времена. Это называется у нас официально специальной военной операции, хотя я лично считаю, что это Отечественная война. Уже она стала такой после того, как к тем, кто против, присоединился весь западный мир. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом со стихами, песнями и танцами. Надежда Боровикова, Сосрекла Гуха, Абаза ТВ. Спикер Народного собрания парламента республики Лаша Ашуба поздравил ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и коллектив АГУ с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: многие имена выпускников АГУ известны далеко за пределами нашей страны. Уверены, что еще долгие годы аудитории нашего университета будут заполняться новыми поколениями студентов, которые будут стремиться к получению новых знаний и интеллектуальному росту, опираясь на опыт и авторитет своих преподавателей. Конец цитаты.
Премьер-министр Александр Анкваб поздравил ректора, профессорско-преподавательский состав и студентов Абхазского государственного университета с юбилеем. В тексте поздравления, в частности, отмечается: сегодня перед университетом большие перспективы. Он активно развивается, внедряет инновационные образовательные программы, реализует научно-исследовательские проекты, в том числе совместно с ведущими российскими научно-образовательными центрами, дает своим воспитанникам необходимые знания. Наш выдающийся ученый, ректор Абхазского госуниверситета Олег Алексеевич Гварамия и его коллеги всегда ставят перед собой высокие цели и успешно их достигают. Конец цитаты. Президент Аслан Бжани принял Сергея Степашина, президента Российского книжного союза. Беседа прошла в закрытом режиме. Позже состоялась двусторонняя встреча с участием делегаций двух стран. Стороны договорились о сотрудничестве. Был подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством культуры Абхазии. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. Приветствуя гостей, глава государства отметил, что считает важным визит такой делегации в это непростое время. Вы приехали с доброй гуманитарной миссией. Это нам очень симпатично, потому как мы планируем жить и развиваться дальше, несмотря на те сложности, которые имеют место быть сегодня. И наша с вами встреча, и тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, и то, с чем вы приехали, является свидетельством тому, что все у нас будет хорошо. Еще раз хочу вас поприветствовать и поблагодарить за ваш приезд. Добро пожаловать в Абхазию. Российский книжный союз, основанный в 2001 году, негосударственная и некоммерческая организация, объединяющая ведущих российских издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, представителей культурного, научного, образовательного и библиотечного сообществ, бумажной отрасли, в том числе ряд писательских организаций и ассоциаций. Всего более 1500 субъектов книжной отрасли. Бессменный президент Союза Сергей Вадимович Степашин. С учетом ограниченных возможностей наших контактов со многими другими странами, в том числе нашего бизнеса, давайте тоже откровенно говорить, Абхазия, с моей точки зрения, может быть просто островом счастья. Но не остров, конечно, а республика. И климатические, и природные условия, и человеческие отношения, и историческая память, что называется. И потом, действительно же, мы проехали, с Долларом поговорили, посмотрели. Конечно, очень хотелось, чтобы Абхазия, скорее всего, была без следов войны. Я думаю, что это мы должны решать все вместе. Ну а что касается нашего проекта, я сейчас представляю здесь Российский книжный союз, я 21 год его возглавляю уже, еще работаю в счетной палате. Мы сегодня подписываем соглашение с Министерством культуры о взаимодействии РКС и Министерства культуры. Безусловно, Абхазия – это не только русскоговорящие, мне это слово, правда, не нравится, но да ладно, термин такой существует. Здесь русский язык знают лучше, чем абхазский, в том числе абхаз. Стороны в лице министра культуры Дауракова и управляющего вице-президента Российского книжного союза Леонида Палько подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Стороны обменялись подарками. Абхазская получила в дар ряд политических и исторических изданий. Российская – памятные монеты и книги Анзора Агумава «Старый Сухум». Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. «Путь Путина». Книга журналиста Рафаэля Гусейнова о самом популярном российском политике 21 века презентовал в Сухуме Российский книжный союз. В ее основу легли 10 больших интервью, которые состоялись с ноября 2021 по июль 2022 года. Эти продолжительные беседы позволят раскрыть новые краски в образе самого популярного российского политика. Об издании и авторах Анастасия Никонова. Сухум – третий город, где была презентована книга «Путь Путина». Ранее издание о самом популярном российском политике 21 века было презентовано в Москве и Санкт-Петербурге. Издание готовилось в соавторстве. Журналист Рафаэль Гусейнов и писатель-историк Рой Медведев написали книгу в формате интервью. В основу легли 10 интервью, которые состоялись с ноября 2021 года по июль 2022. Как нам рассказал Рафаэль Гусейнов, это было, знаете, очень такой интересный был труд, потому что
инициатором, таким вот мотором являлся сам Рой Медведев. И он, то есть, сказал, человек под 100 лет и так далее, а он, наоборот, теребил Рафаэля: давай сделаем то, давай сделаем это и так далее. И мы, конечно, торопились, мы пытались это сделать. У нас получилось 10 вопросов, 10, как называют, 10 вопросов, 10 ответов, конечно, это 10 глав. Вот. И первый, кто прочитал эту книгу, еще в электронном виде, когда она еще была не готова, ничего, Сергей Владимирович Степашин прочитал ее за одну ночь. В книге прослеживается путь президента России за 20 с лишним лет в политике. Разные главы посвящены этапам, в частности, отношений России с Китаем, Украиной, США и другими странами. Председатель правления Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, книга и внешне, и внутренне выполнена качественно. И сама книга дает возможность проследить эволюцию этого человека, нашего земляка, моего земляка и сейчас руководителя нашей страны, чтобы было понять, почему принимаются те или иные решения, подчас очень жесткие и, казалось бы, невероятные. То, что, кстати, сейчас и происходит. Понятно, почему этот человек никогда не отступает назад. Понятно, почему, если он дал слово, он его держит. Сейчас это стали понимать и на Западе, особенно в Германии. Нельзя, недавно Меркель вынуждена была снова выйти из подполья, ну, вы знаете, она на пенсии сейчас, и сказать следующее. Я знаю, как он говорил американцам, короче, имейте в виду, если Путин говорит, он делает. Слушайте этого человека. Это не я сказал, это слова Меркель, кстати. Здесь тоже описаны эпизоды, связанные и с этой историей нашего президента. Завершая презентацию, председатель правления Российского книжного союза сделал подарок Национальной библиотеке Абхазии. Тем более, что сегодня мы прекрасно понимаем, что книга – это не только источник знаний, но это источник, который формирует человека. Сначала слово, потом дело, мои слова, вы знаете. Ко мне в свое время обратился руководитель вашей замечательной библиотеки с просьбой поддержать и помочь формированию библиотечного фонда, что я с удовольствием делаю. Я вручаю от Российского книжного союза сертификат на 2000 книг для вашей библиотеки. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза-ТВ. Официальная хроника. Президент Аслан Бжани встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере. Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, министр обороны Владимир Аннова, председатель СГБ Роберт Киут, его заместитель Тимур Ахиба, в Рио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник погрануправления ФСБ России в республике Андрей Кудимов. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным, который прибыл в республику на торжества, посвященные празднованию 90-летия Абхазского госуниверситета. Депутаты обменялись мнениями по ряду вопросов абхазо-российского сотрудничества, в том числе касающихся сфер науки и образования. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Министр иностранных дел республики Инал Ардзенба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Южная Осетия в Абхазии Олегом Бацеевым и ректором Юго-Осетинского государственного университета Вадимом Тидеевым. В рамках встречи стороны обменялись мнениями относительно ряда вопросов, представляющих взаимный интерес. Она прошла в теплой обстановке. Полковник милиции Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, сообщает пресс-служба МВД. Чкадуа работал в органах внутренних дел с 2011 года. Тогда он был в должности заместителя начальника управления собственной безопасности МВД. Затем был назначен руководителем службы. С 2015 по 2017 годы занимал руководящие должности подразделения МВД. В мае 2020 был назначен заместителем министра. В мае 2022 года указом президента был назначен заместителем начальника государственной службы охраны. Минздрав сообщает, мобильный диагностический комплекс межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова возобновляет работу в республике с 17 октября. График: 17 октября Цандрыпш при поликлинике, 18 числа Гагра при ЦРБ, 19 октября
Гагра 20 октября Пицунда при поликлинике, 21 октября Гудаута при ЦРБ, 22 октября Гудаута, 23 Гудаута. Прием пациентов будет осуществляться с 9 до 17:00. Российские специалисты будут проводить диагностику зрения как взрослых пациентов, так и детей с 7 лет. Прием с воспалительными заболеваниями не осуществляется. С собой пациент должен иметь любой документ, удостоверяющий личность. Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках. Это тема двухдневного семинара для заведующих и воспитателей детских садов, которые в Сухумской средней школе номер 1 проводят по инициативе Министерства просвещения и языковой политики Республики эксперты Российского Рыбаков фонда. Главная задача – повысить уровень воспитателей для развития детей в самый важный период их становления, а именно от 3 до 6 лет. Среда – это второй учитель для малыша. Это возможность обучения, развития в игровой форме, поскольку для ребенка игра – это любимая среда для его развития, самая комфортная среда для его развития. И это запуск внутреннего процесса у ребенка саморегуляции, то есть контроля за своими действиями, ответственности за результат, умения сотрудничать, дружить, взаимодействовать в команде и в целом развиваться. В самой России непосредственно программа вызвала огромный интерес у специалистов дошкольного образования, у экспертов, у педагогов, у практиков. И за довольно короткий период времени программа реализуется от Калининграда до Дальнего Востока. На сегодняшний день это порядка 32 регионов, где программа реализуется в детских садах, в дошкольных образовательных организациях. Программа и результаты реализации программы восприняты родительским сообществом очень активно. И даже есть у нас интересный опыт вхождения программы в семью. У вас замечательная аудитория, очень активная, интересующаяся, внимательно относящаяся, рефлексирующая и готовая к развитию. Нас это очень мотивирует. И мы чувствуем, что будет интерес и поддержка. И мы уже сейчас видим даже, что есть потребность в большому сотрудничеству, длительному сотрудничеству. И наша задача за эти 2 дня, во-первых, обсудить о особенностях дошкольного образования России и Абхазии, найти общие точки роста, найти дефициты, обсудить возможности саморазвития, обсудить возможности сотрудничества и в рамках презентации докладов в интерактиве презентовать суть, концепцию и философию программы про детей, передать все ценности. Репортаж на эту тему смотрите в рубрике «Амш Ахтес». В воскресенье 16 октября в 20 часов на Абаза ТВ очередной выпуск передачи «В гостях у Вики Думава». Тема – Дмитрий Гулия, абхазский писатель, поэт, основоположник абхазской письменной литературы, гость студии, директор музея имени Гулия, искусствовед Светлана Курсая. Вы знаете, я хочу рассказать один очень интересный случай. Ведь не было у него лошади своей. И он пешком исходил все села Абхазии, Бжуйского, сначала Бжуйского, потом и Бзыбского. Но вот когда он работал, учительствовал в Гутоле, в Джигердах, в Тамыше жили мамины братья. То есть по материнской линии мама у него по фамилии Барганджия. И барганджевцы, они очень мощно поддерживали. И сразу вот я тогда не сказала, когда они осиротели, остались без отца и матери, барганджевцы закрыли их дом в Азюбжах и взяли их к себе в Тамыш. И вот в Тамыше воспитывались они, естественно, помогал им Дмитрий Васильевич Гуля, который начал работать, но в доме дяди. Вот они какое-то время жили у барганджевцев. Но это они были свои, это были их племянники. И вот я хочу сказать, что, конечно, у него не было ни лошади, ни седла, как говорится. И он пешком ходил по всем этим деревням и собирал детей. Тогда ведь тоже школы официально не были открыты.
Ну, первая школа, которая была открыта, это в 1859 году, Охумская школа. Но это была первая, ну, потом были какие-то школы открыты, но чтобы вот абхазский язык. Это очень важно. Это очень важно. Тогда ведь не было преподавания на абхазском языке. На общевойсковом полигоне на Гвалоу продолжаются занятия по боевому слаживанию с личным составом 1-й и 2-й стрелковых бригад резерва. В целях ознакомления с различным боевым оружием и навыками стрельбы 13 октября на полигон пришли учащиеся 10 Б-класса Ачимчирской школы-интерната. Ребятам рассказали и наглядно показали, как нужно обращаться с боевым оружием, дали пострелять по мишеням и, конечно же, отведать полевой кухни. Занятия проводятся в соответствии с планом проведения командно-штабных мобилизационных учений с оперативным направлением «Восток». 13 октября в Министерстве юстиции состоялось заседание сертификационной комиссии при Министерстве, которая проводит сертификацию благотворительных организаций. Государственный сертификат, выдаваемый комиссией, является официальным удостоверением признания благотворительного статуса, получившей его организации. Из 22 заявленных организаций присутствовали руководители 17, заявления которых были рассмотрены в ходе заседания сертификационной комиссии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода продолжают еженедельный цикл передач «Школа фермера», где агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Сегодняшний выпуск посвящен золотистой бронзовке. Смотрите его в нашем эфире. Сейчас о погоде. В выходные дни 15 и 16 октября ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление нестабильное, температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 17 до 22 градусов, температура морской воды 22 градуса. Волнение морской воды слабое и умеренное. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.